Мир. Что чувствуешь ты, когда слышишь это слово? Красоту? Гармонию? Счастье? Оглянись вокруг. В каждом взгляде и в каждой улыбке, в каждом солнечном дне и даже в безлунной ночи ты видишь, слышишь и чувствуешь ее любовь. Тихую и нежную, пылкую и всепрощающую, любить по-настоящему. Искусство. Искусство в самой светлой идее, в самом теплом прикосновении, в самой прекрасной мысли, что мир — это ты, любовь — это ты, искусство — это ты. Таврида. Целевая аудитория данного проекта – это молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. В рамках, как я и говорил ранее, предполагается собрать 70 участников. Необходимый бюджет вы можете увидеть на слайде, смету. Необходимый бюджет у нас для реализации данного проекта, это именно трехдневный форум, составляет 445 530 рублей. Из них запрашиваемая сумма это 355 530 рублей. Собственные средства это 90 тысяч рублей. Здесь у нас проживание, питание, а также оплата спикеров и проведение мастер-классов входит в эту сумму, а также маленькие канцелярские товары. Новая команда, которая будет способна писать социальные проекты, выигрывать гранты и реализовывать их на территории Сабинского района. На этом у меня все. Проектом «Если мы подарили лес» отдала. Моя мечта – цель посадка деревьев в количестве 1 миллиона деревьев по всему Татарстану. Задача заключается в наборе добровольцев, проведение обучающих семинаров, уроков. И главная задача, конечно, озеленение нашей территории Сабинского района и всего Татарстана. Этот проект позволит нам сохранить и увеличить наше природное богатство, улучшить климат, расширить зоны зеленых насаждений, также способствовать приобщению детей и молодежи к проблемам защиты окружающей среды. Также это скажется на улучшении показателей здоровья населения. Мы не первые, не последние. Я бы сказала, что инвалиды даже по всему миру сажают деревья. Наглядный пример. Это люди из Китая и из Голландии. Реализация моего проекта уже началась с 2018 года. Я одна в одиночку сначала сажала деревья, потом ко мне подключилась Алсу Шафутинова, и мы вдвоем в 2020 году посадили 500 сосен. А в этом году в апреле даже подключились дети. Дальше. И недавно, на той неделе, в мою команду подключилась Гульнара Фатхурдинова и ее семья. И мы посадили на набережной Сабинка 110 сосен. Татарстан. Познакомилась я с мужем на первом проекте, таком серьезном, который организовала в Москве. Он назывался «Кемпинг Татарщан». Его проходимость было 50 человек. Мы объединили молодежь, которая собралась со всей России, татарскую молодежь в Москве. Мы каждую неделю приезжали 50 человек на ОКО. Проходимость, на самом деле, актив было около 200 человек, но еженедельно мы вывозили по 50 человек. И вот в 2015 году мы познакомились с мужем там. И через год, когда у нас родился первый ребенок, наш проект признали лучшим в сфере организации молодежного досуга в Москве. И вот тогда мы получили нашу первую поддержку 15 тысяч рублей. Это была первая и единственная поддержка на сегодняшний день, которую я получала. Остальные все мои социальные проекты на сегодняшний день финансирует муж.
Вот. И сегодня такой уже у меня, наверное, не идея, у меня уже тупиковая ситуация, когда уже идет реализация активная, но есть моменты, когда действительно нужно привлекать финансирование или проект дальше жить не будет. Когда мы переехали сюда, когда у нас родилось 2 детей, у меня был такой внутренний посыл переехать сюда и жить рядом со свекровью и свекром принципиально, чтобы дети переняли этот опыт. Потому что я прошла огромную школу, учился у крутых спикеров, хорошую школу в Москве я прошла, но самым крутым спикером на сегодняшний день я считаю свою свекровь, потому что она круто расставляет, она круто и маркетолог, и менеджер, несмотря на то, что у меня образование 6 классов. То есть я на сегодняшний день нахожусь вот на такой стадии. То есть мой юношеский максимализм уже успокоился, я сейчас на фазу мудрости перехожу. Вот. И когда мы сюда переехали, чтобы как бы найти единомышленников, потому что я всегда жила в активе, у нас была огромная семья, потому что мы с мужем, это была первая пара, после нас еще 15 человек создали семьи. Сейчас у нас порядка 30 детей, которые вот вышли из этого актива. Когда я сюда переехала, мне было важно найти единомышленников. И было настолько сложно, потому что я вот первый месяц, была зима, был такой снегопад, я вынуждена была выносить весь снег, потому что энергии было девать некуда. И вот тогда Расул Хакимзянович познакомил меня с руководителем нашего района, и я рассказала ему про первый проект, про молодежный центр, про молодежное развитие. И вот через год так получилось, что мы предпринимателями, я на самом деле здесь сейчас предприниматель, социальный предприниматель, муж у меня занимается салоном, у меня небольшая фотостудия. И мы, получается, через год объединились с такими же предпринимателями, с женщинами, и начали продвигать социальные проекты. То есть мы взяли несколько направлений, если можно следующий слайд, это вот Хаят, как бы мы себя так назвали, это жизнь. Вот вы можете посмотреть этот сайт, у меня немножко проблемы именно с графическим дизайном, я не профессионал, я люблю приглашать в команду людей, которые круто этим занимаются. Вот я сегодня составила такую презентацию, не судите строго. Это наш сайт мне подарил муж на рождение 3-го ребенка. Мы заплатили графическому дизайнеру 30 тысяч рублей, чтобы он перевел сайт на 2 языка. Пока он у нас стоит, вообще не работает. Очень обидно. И вот здесь можно посмотреть, мы коротко написали, чем мы занимаемся, это сам Хаят. Вот следующий слайд покажите, пожалуйста, это вот интеллектуальный проект Туила, про который я вам сегодня расскажу. Детский клуб Тапи, воспитывать детей с колыбели. Это вот тоже я открыла для себя творчество Резидина Фатхариддина. Это уникальный ученый, на основе учения, который на самом деле базируется все дошкольное образование Резидина Фатхариддина. Мы хотим это внедрять в таком крутом формате, чтобы было более доступно и приемлемо для населения. Следующее – это школа жизни Хаят. Здесь уже мы оказываем психологическую помощь. Например, ко мне очень часто обращаются проблемы с свекровью, сноха. Это как бы всех вас это ждет. От этого никуда не деться. И Алга — это такие уютные фестивали. Вот на этот год мы запланировали, уже ведем переговоры со звездами, которые выходцы из Савинского района, они обещают нам по воскресеньям проводить большие зарядки. То есть Алга — это такие уютные фестивали. Мне очень нравится в Европе маленькие города, они славятся вот такими уютными фестивалями. Цветочные фестивали, велофестивали. Вот один мы планируем на этот год провести цветочный ретро-велофестиваль, украсить велосипеды и собраться там в одном месте, такой проходимость более до 1000 человек. И это все к Алга относится. УИЛА — это единственный проект, который на сегодняшний день работает активно, который собрал порядка 20 человек в активе. Чем движимы эти люди, мне понять очень сложно, потому что они в течение года, вот мы закрыли 2 сезона, они не получили ни копейки оплаты, но мы двигаем действительно крутой проект. Несмотря на то, что у вас уже спрос есть, но все равно для того, чтобы подтвердить актуальность этого проекта, надо провести опрос. Вы действительно, что действительно есть люди, которые заинтересованы в участии в данном формате. После этого, вот все-таки, да, номинация укрепления семейных ценностей, но как будто бы вот этот формат интеллектуальный, он с первого взгляда идет, как будто бы это все-таки больше досуг молодежи. Но несмотря на это, вы вначале рассказали про эту историю и понимаешь, что
вот посредством проведения вот этих интеллектуальных мероприятий, квизов, да, там, ЧГК, вы в целом поднимаете вопросы вот именно сохранения традиционных семейных ценностей, так получается? Да, у нас получается, мы на одной площадке приглашаем журналиста, телеведущего, и потом как бы в вопросе пытаемся завуалировать ту проблему, которая нас интересует. Например, там был один неозвученный вопрос, что ежедневно 27 тысяч деревьев вырубается ежедневно, для чего? Для производства чего? Оказывается, для производства туалетной бумаги, это тоже вопрос признали лучшим, ежедневно вырубается 27 тысяч деревьев, на все 27 миллионов, по-моему, да? То есть огромная цифра. И на этой площадке у нас был ученый, который сказал, что только в России у нас вырубаются столетние ели, а пример США и Китая, они говорят, что они выращивают, там, допустим, за 7 лет модифицированные деревья, которые используются именно для производства туалетной бумаги. И то есть мы пришли к такому выводу, что нужно поддерживать науку на этой площадке. Это так же, как вот в школах у нас в преддверии Дня Победы проводятся какие-то, это просто как пример того проекта, который мог бы быть. Просто вот на ремонт памятников, обелисков средства должны выделяться из бюджета района. А на наши с вами инициативы, это, допустим, работа со сверстниками, с нашими, да, работа с молодежью, вот на это мы можем просить средства. Поэтому тут это может быть какое-то создание какой-то вид бригады школьной, когда вы ходите даже по своей школе с презентациями с теми же самыми и рассказываете, допустим, о ветеранах Великой Отечественной войны, которые там жили в Сабинском муниципальном районе. Да? Наверняка уже, к сожалению, сколько ветеранов в Сабинском районе осталось, знаете? İki sonuçlarını yazdım. Şu iki sonuçlarını nalemler. Bu şese şerbet yiyiş. Bir yıl şerbet, direnişli bir şerbet. Bizim yaş, yani yaz, bayını bakmak iltra, simiyalar tüzülen, zaten ayrı olan özellikle olsun, alarda была, тема актуальна, направление актуальна, но временде олдары 10 yılға işinde уже жұмыстанып, шома ақшасыраға кәкіп көрінді. Сіздің fikrini alalım, 213 дейсіз? Aynen. Вы говорите, измущенные. Давай, я послушаем, чем мы можем помочь. Вот это тоже, как я говорил, да, вот укрепление семейных ценностей, на самом деле в каждом районе такие проекты схожие есть. Единственное, что, конечно, район помогает с помещением. Вот, и в том же самом Менделеевске, потом в Адвизе вчера были, в Альмитьевске там проект «Мама» работает, там им район дает помещение. Где-то это на базе молодежного центра, где-то на базе подросткового клуба, где-то это там при больнице, допустим, какое-то помещение. Может быть, проект действительно интересный, тем более, если есть спрос, почему нет, может быть, вы никак не выступали с инициативой, с просьбой? Выступала, но это было в прошлом году. И вот мы как раз начали решать вопрос с помещением и все закрыли. Коронавирусные инфекции, но потом в этом году я еще... Может быть, попробовать? Мне кажется, что какой-то там, это же не обязательно, вот там постоянно важно быть, да? Может, хотя бы там 3 раза в неделю. Например, вот Дом культуры залы современного. Sizga onu tutup bilemem. Neden şimdi var var belki zалы var. Sana kumlayı Ну, мне кажется, там мы можем договориться и предоставить. Результаты проекта, количественный показатель это привлечение около 800 человек, молодежи 14-35. Дальше качественный показатель создание условий для творческой самореализации и востребованности досуга молодежи, изучение истории народного языка своего края путем нового формата мероприятий. Кто не поедет. Вот сейчас один день блендинга стоит, это большие штуки, от 10 тысяч рублей. Понятное дело, что взрослые тоже продуманные, но если вы хотя бы своими ребятами сделаете что-то такое, попробуйте площадку такую. На берегу, может быть, на берегу речки сразу же вопрос безопасности. Ну, по крайней мере, вот то место, куда люди могли приехать, допустим, ночью, ну не ночью, вернее, там днем, сходить порыбачить, да, допустим, палатка, есть тень,
самовар есть, чай ему попить, допустим, вот такую программу. Красивое место, допустим, люди, чтобы приезжали, на Инстаграм фотографировались. Даже вот самое элементарное с минимальными затратами в 1008. Вот это, я вам уверяю вас, тем более у вас тут природа такая красивая, это у вас пойдет. А вот когда дом большой, ну, то есть вопросы надо еще привлекать туристов, а тут вы как бы пока родители вы зовете, родители один раз попробуют, потом друзей, и вот так вот все пойдет. Ну, то есть сейчас вот эта история с блендингами, она очень сильно развивается, люди из городов ищут, куда бы на 2-3 дня уехать, чтобы связь наладилась. 60 лет. Цель главная нашего проекта – это возродить лигу сабинскую, чтобы не только молодежь, но и взрослое поколение играло в эту прекрасную игру, и было много выходцев, чтобы было о чем говорить, чтобы были те люди, после некоторых лет можно было сказать, вот он, человек, который играл в этой лиге, а теперь он такой-то человек. И все. Главная задача на сегодняшний день – это получить деньги и начать организовывать именно этот процесс, эту лигу.